сегодняшнем видео мы расскажем о Таджикистане и Узбекистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, в какой стране объективно условия лучше. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале, а также подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Страны Центральной Азии роднит не только общее советское прошлое. Экономическая ситуация везде оставляет желать лучшего. Уровень коррупции и рейтинг свободы слова во всех странах примерно одинаковый, и даже прирост населения похож, хотя, конечно же, есть и различия. Таджикистан занимает обширные равнины и высокие горы в центре Евразии. Эти особенности географического положения определяют главные черты его природы. Таджикистан – страна небольшая по площади, более 90% его территории – высокие горы и Нагорья. Узбекистан по площади почти вдвое крупнее, на его территориях преобладают равнины. Все страны Центральной Азии отличают низкий уровень урбанизации, наименее урбанизован Таджикистан. В городах проживает всего 26% жителей. В Узбекистане большую часть электроэнергии производит ТЭС. Нефть, природный газ и каменный уголь экспортируются. В Таджикистане основным производителем электроэнергии является ГЭС. Электроэнергетика обеспечивает развитие энергоемких отраслей цветной металлургии. Машиностроение развито лишь в Узбекистане. Его главная специализация – производство сельскохозяйственной техники, оборудованной для легкой и горнодобывающей промышленности, нефтедобычи. По системе магистральных нефти и газопроводов узбекский газ поставляется в Таджикистан. В рейтинге сравнения уровня здоровья и медицины в 188 странах мира Узбекистан занял почетное 55 место, Таджикистан на 90-м. Вероятность погибнуть от стихийных действий в связи с особенностями природных условий в данном регионе в Узбекистане оценили на 100 баллов из 100, в то время как в Таджикистане всего 42. Однако вероятность погибнуть в ДТП в Таджикистане выше, чем в Узбекистане и в других странах Центральной Азии. Вы согласны с этими фактами? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Средний ассортимент свежей плодоовощной продукции в супермаркетах Ташкента достигает 100-120 позиций, в то же время как в Душанбе он в порядке ниже, в среднем 76 позиций. В Ташкенте переваливает местная продукция, и выбор ее огромен, в то время как в Душанбе из местной продукции только несколько позиций. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.